Площадка возможностей — так можно назвать встречу представителей корпорации МСП с бизнес-активом Ингушетии. Здесь подробно объясняют, на какие антикризисные меры поддержки можно рассчитывать малому среднему предпринимательству. У нас достаточно активно реализуется лизинговая поддержка, когда, соответственно, предоставляется оборудование в лизинг. Это, конечно, больше касается, наверное, производственных предприятий, то есть те предприятия, которые производят какую-то продукцию. Если нужно купить станок, да, или какое-то другое оборудование, но это не автомобили, не какие-то водоплавающие суда, а именно вот оборудование, то здесь мы можем оказать поддержку. Мы сохранили ставку, которые не привязаны ни к ключевой ставке Центрального банка, ни к каким-то другим обстоятельствам экономики, которые на сегодняшний день у нас есть. Ставки остались вот 6% годовых, если это отечественное оборудование. То есть если вы хотите купить отечественный станок, то вот в лизинг его можно будет приобрести под 6% годовых. Всего же в Ингушетии насчитывается почти 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой более 6000 человек. Регионам Северного Кавказа на оказание кредитно-гарантийной поддержки МСП дополнительно выделят более миллиарда рублей. Корпорация предлагает много новых возможностей ингушским предпринимателям. 50% залога по тому кредиту, который вы берете в банке, мы предоставляем от себя. Для предпринимателей эта услуга абсолютно бесплатная. То есть за это с нами рассчитывается и платит за это нам банк. Предприниматель ничего за эту услугу не платит. Но тем не менее, все равно оставшуюся часть залога предпринимателю все равно приходится, нужно предоставить. 11 банков подключено к системе зонтичных поручительств. Здесь живой диалог, конкретные предложения и пути их решения. Генеральный директор тепличного комплекса Кантышевский Абдулла Хадзиев рассказал о достигнутых результатах своего предприятия и выступил с амбициозным проектом. В условиях санкций со стороны Запада бизнесмен хочет запустить в Ингушетии первое в России производство посадочного материала для выращивания клубники. Сегодня, как отмечает Абдулла Хадзиев, его предприятие единственное в стране, которое закупило для реализации грунт и маточный материал растений. Правда, сейчас дело может сорваться из-за нехватки финансовых средств. На сегодня потребность в финансах у нас составляет, грубо говоря, 50 миллионов. Предпринимателю напомнили, что ему необходимо составить бизнес-проект. С этим обещали помочь в региональном центре «Мой бизнес». МСП окажет всяческую поддержку в деле Абдуллы Хадзиева. Гарантирую, что и субботу, и воскресенье мы будем отрабатывать вашу заявку. Параллельно в режиме реального времени проходит видеоконференция, в которой принимают участие представители корпорации МСП по всем направлениям мер поддержки. О своем проекте присутствующим рассказал и Микаил Долгиев. Его организация «Седлак» разработала аппаратно-программный комплекс антитеррористической безопасности «Питон». Искусственный интеллект моментально может распознать наличие у людей оружия. Это поможет предотвратить громкие ЧП, которые происходили в некоторых российских школах, когда учащиеся проносили в учебное заведение орудие убийства. Более того, проект можно применять в местах массового скопления людей, что, безусловно, должно упростить некоторую работу правоохранительных органов. У нас на воротах стоит система защиты. Металлодетекторы, после металлодетекторов стоят камеры инфракрасного обнаружения, тепловизионные камеры, которые способны обнаружить даже под одеждой оружие. И распознавание лиц. Мариам Зейтова несколько лет назад запустила в регионе цех по закрутке домашней консервной продукции. Сейчас девушка хочет открыть завод и выйти на новые промышленные масштабы. Сейчас у нас предприятие, маленький цех, да. Вот, он будет непосредственно находиться в Троицкой, где раньше были бараки. Но там уже барачные люди, которые там живут, вот эти бараки полностью сносят. И им уже будут предоставлять другие места для проживания. Соответственно, вот эту землю нам уже выдают на аренду на 49 лет и плюс с последующим выкупом. Ингушские предприниматели настроены решительно. При финансовой и другой поддержке со стороны МСП получится реализовать проекты, которые непременно пригодятся Ингушетии, и регион сможет поднять экономику. Зелимхан Кылоев, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.